Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Перечень выставок, ярмарок и других мероприятий на 2024 год утвердили в Туркменистане. Глава Халк-Маслихаты провел телефонный разговор со спикером Совфеда РФ. В Ашхабаде состоялось новогоднее ледовое шоу и другие новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонный разговор с главой Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко. Собеседники положительно оценили развитие туркмено-российских отношений в 2023 году. Отмечалась активизация сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. В числе приоритетов партнерства стороны выделили торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в социально-культурной сфере. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, утвердив перечень выставок, ярмарок, конференций и фестивалей, намеченных к проведению министерствами и ведомствами в следующем году, а также состав организационной комиссии по их проведению. Согласно документу, министерствам и ведомствам предписано обеспечить проведение соответствующих мероприятий на высоком организационном уровне. В преддверии новогоднего праздника юные туркменские фигуристы порадовали жителей и гостей Ашхабада яркой шоу-программой. На ледовую сцену спорткомплекса зимних видов спорта вышел весь состав команды фигуристов от 6 до 17 лет. Главными затейниками праздника стали Дед Мороз и Снегурочка. По мгновению их волшебной палочки на льду появились сказочные герои. Фигуристы исполняли свои номера под национальную туркменскую музыку и произведения из сокровищницы мировой музыкальной классики. На разных языках мира звучали новогодние песни. Новые автодромы построят в Гёктепинском и Трапе Ахалского вилаята, а также в городах Балканабад, Дашогуз, Туркменабад и Мары. В связи со строительством новых объектов проводится закупка транспортных средств, электронного учебного оборудования и других материалов, необходимых для оснащения автодромов. Об этом сообщает агентство Туркменавтоулаглары. Туркменская делегация во главе с министром финансов и экономики Сердаром Джораевым обсудила экономическое сотрудничество с ЕС в рамках 22-го заседания Совместного комитета Туркменистана и Европейского Союза в Брюсселе. Одной из основных тем переговоров стала макроэкономическая ситуация в Туркменистане в контексте усилий страны по вступлению во Всемирную торговую организацию. Помимо этого затрагивались вопросы экспорта газа, инициатива Ашхабада по сокращению метановых выбросов, а также развитие возобновляемых источников энергии. Парламент Киргизстана одобрил законопроект об изменении формы лучей на государственном флаге страны. В соответствии с новым законом волнообразные лучи будут заменены на прямые. Инициаторы законопроекта пояснили, что волнообразные лучи у многих вызывают ассоциации с подсолнухом, который не является основной сельскохозяйственной культурой страны. В то же время прямые лучи, как считают депутаты, более похожи именно на лучи солнца. Китайская компания по производству бумаги Dongpo Paper решила заменить традиционный годовой бонус на ежемесячные премии за количество километров, которые пробегают сотрудники. Новая система премирования основана на том, что работники получают полный бонус за пробег 50 километров в месяц. За 40 километров полагается 60% премии, а за 30 километров 30% и за 100 километров 130% премии. Бег можно частично заменить подъемами в горы или спортивной ходьбой. Результаты фиксируются с помощью мобильных приложений, установленных на смартфонах сотрудников. В Ашхабаде состоялся финал Кубка Туркменистана по футзалу. За главный трофей боролись команды Капидак и Гора-Алтын. Игра прошла в спортивном комплексе Туркменского государственного института физической культуры и спорта и завершилась со счетом 3-0 в пользу Гора-Алтын. В пятницу в Москве пройдет очередной турнир популярного боксерского промоушена «Правда Боксинг». Состязания состоятся на площадке Международного центра бокса в Лужниках. Среди участников турнира известные боксеры из разных стран. В среднем весе ожидается интересное противостояние между представителем Туркменистана Юнусом Курбановым и россиянином Сергеем Селиверстовым. Для Курбанова этот бой будет вторым выступлением на турнирах «Правда Боксинг». В дебютном поединке он одержал победу над Дмитрием Андреевым. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.